Мы думали, мы будем блогерами. Мы используем инструменты блогеров, чтобы заниматься журналистикой. Мы рассказываем про гендер, про урбанистику, про институциональную демократию. Клево, что башта как начинай, и башта как в голове. У нас ничего не было, буквально ничего не было. Тебе не надо там привирать, как-то пытаться соврать ради денег. Ты искренне хвалишь продукт, который используешь в жизни. При этом, мне кажется, кыргызская журналистика, она даст фору любой журналистике в мире. У меня нет никаких сомнений. Ого, как люди живут. Супермаркет. Я даже не знал, что есть супермаркет. Для меня все было новое. Ты журналистике никогда не научишься, если ты пойдешь в университет. Да, мне было сколько, 14-15 лет, когда я первый раз Садыра Джапарова увидел. Источник позитива, почему я такой веселый всегда, да? Сегодня у нас в гостях видеотренер, подкастер, сооснователь проекта «Башта» Азат Рузиев. Азат работал с топовыми международными изданиями, такими как CNA, BBC. В настоящее время работал с Globecage. И я очень рада видеть вас сегодня. Спасибо большое за приглашение, Чан Рахмат. Да, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к созданию собственного медиаресурса, что вас вдохновило? Ну, Башта не я один открывал, мы открывали его вместе с командой, вместе с друзьями. Так случилось, что мы успели поработать все в разных изданиях, как вы сказали, местных изданиях, международных изданиях. И мы хотели заниматься не журналистикой, кстати, мы сейчас занимаемся журналистикой больше, а мы просто вдохновились Нас Дейли, Воксом, и мы хотели делать клевые объяснялки и делать формат, не знаю, что-то такое более похожее на блогерство, да? Мы думали, мы будем блогерами. Но потом так оказалось, если ты очень много лет работаешь в журналистике, ты деформирован, и тебе сложно стать обычным рядовым блогером. И мы подумали, окей, сейчас, оглядываясь назад, и даже смотря на то, что сейчас мы делаем, мы понимаем, что мы используем инструменты блогеров, чтобы заниматься журналистикой. Мы видим, что журналистика погибает в классическом виде, но она очень важна. То, что делают журналисты, это очень важная работа. То, о чем говорят журналисты, это крайне важно. Но при этом хотелось бы, чтобы у них были такие же просмотры у этих статей, у этих материалов, у этих работ, как у обычных блогеров. Наравне. Да, наравне. Потому что всегда обидно, есть один блогер, у которого миллионы и миллионы просмотров, есть огромная редакция, в которой работает очень много людей, и там гораздо меньше просмотров. Ты думаешь, что-то не так, значит, надо комбинировать вот эти две вещи. И вот мы сейчас этим занимаемся. Мы занимаемся тем, что мы занимаемся эксплейнерами. Это короткие форматы видео для рилсов, шортс, в ТикТоке, где мы рассказываем про гендер, про урбанистику, про институциональную демократию. Порой говорим еще, конечно, про образование. Вот. И мы когда открывали издание, нас было 4. Нурджамал, Телек, Дарина и я, Азат. И мы такие, окей, мы друзья, которые в разных местах поработали, теперь давайте объединимся, создадим что-то свое. Но мне кажется, это в любой компании так. Когда ты что-то хочешь открыть или уже открыл, у тебя есть первоначальная гипотеза, как это будет, твоя главная идея, а потом уже в ходе процесса ты понимаешь, что все не так, все нужно делать по-другому. Это нормально, наша идея изначально очень сильно поменялась, и это здорово. А как она поменялась сейчас? Сейчас мы стали полноценным изданием, где есть сотрудники, редакторы, фактчекеры. Мы уже точно не блогеры, мы превращаемся больше в такую, ну не в классическую журналистику, но больше занимаемся журналистикой, нежели каким-то таким, не знаю, рядовым блогерством, если так можно выразиться. А вот название, да, вот на кыргызском Башта, при этом вы вещаете на русском. Ну, мы в этом году запускаемся на кыргызском, Да. а на русском Башта, да. Так случилось, просто мы сидели, кто-то кинул эту идею, мы сейчас до сих пор не знаем, кто это кинул, это было 5 лет назад, и мы, окей, давайте Башта. И нам показалось клево, что Башта как начинай, и Башта как в голове, и мы хотели, чтобы люди думали с нами, типа, чтобы мы создавали контент, который давал бы ценную пищу для ума. И при этом это смотрелось бы увлекательно, интересно, и что-то было эксклюзивное. И такие, о, Башта клево звучит. Да, и несколько там букв Да, Башта. Нет, потому что мы зарегистрировались в Инстаграме, но мы начинали не с Инстаграма еще. Ну да, Инстаграма мы начинали, но одновременно мы делали документальные фильмы, например, во время пандемии выпускали документальные фильмы, и мы думали, мы делать полноформатные вещи, короткие вещи. Да, для Ютуба. Но в итоге оказалось, что мы можем сфокусироваться только для соцсетей, потому что это выгодно. Ты затрачиваешь меньше времени и больше получаешь денег. Меньше ресурсов. Да. А мы первый год еще бесплатно работали. Мы думали, сейчас, условно, я делал какие-то статьи, там, например, для других изданий международных, да. Я думал, вот так, я там буду работать, буду приходить и здесь совмещать. Так не работает. Здесь было хобби изначально? Ну, мы так думали, да. Оказалось, этим надо полноценно, серьезно заниматься, прям с утра до вечера, особенно, когда ты только начинаешь.
Вот, и в итоге мы такие, да, надо, получается, искать денежку. Мы такие, окей, будем искать денежку, будем искать ресурсы, будем заниматься рекламой, продвижением. И это чем-то стало таким более серьезным, нежели уже хобби. А как вы уже доноры начали приходить, или вы сами начали подавать? Ну, скорее нам просто сказали, вот вы делаете докфильм, мы можем поддержать, мы такие, здорово. Ну, это был же продакшн, там не было никакого. Ну, реально, первый год мы скорее в минус работали. Мы взяли ноутбук даже в кредит, у нас не было монтажного компьютера. Мы такие, ну, клево, у нас будет вот монтажный компьютер. Камеру нам дали друзья, да, вот Ибрагим нам дал камеру, штатив, у нас ничего не было, вот буквально ничего не было. Нам все дали, что-то мы взяли в кредит, и мы что-то делали. И потом, просто со временем, мы сделали первую рекламу для массажного центра «Тамга», и мы сказали, если вы туда придете, у вас будет 10% скидка. Туда никто не пришел. Зато нам начали приходить и говорить, о, вы такую клевую рекламу делаете. Мы начали заниматься тем, что мы делаем такую нативную интеграционную рекламу. Это очень сильно отличается от того, как делают рекламу, наверное, другие. И людям это понравилось. Мы такие, да, мы можем делать вам рекламу. И начали поступать рекламные предложения. Мы начали работать с донорами, но мы всегда говорили, мы не будем делать, например, 100 роликов о правах человека, нас это интересует. Нас интересует исключительно институциональная поддержка. У нас есть редакционная независимая политика, мы сами решаем, о чем мы говорим и как мы говорим. Вы никак не можете вмешиваться. Если вы хотите нас поддержать, вы можете дать деньги просто на развитие организации. Если вас это интересует, здорово, потому что мы можем показывать хорошую эффективность, мы можем делать клевый эксклюзивный контент, но при этом вы не вмешиваетесь в нашу редакционную политику, она у нас независимая. И то же самое с рекламодателями. Когда мы делаем рекламу, мы говорим, окей, мы пытаемся найти компромиссы. Потому что для нас очень важно работать с теми, кто не... У нас есть такой условно черный лист, да? Компании рекламные, с которыми мы тоже не работаем по этическим соображениям. Например, компании, которые зарегистрированы или связаны с Россией. Если их деньги поступают в Россию, значит, они идут на войну в Украине, да? Мы такие, окей, с вами не будем сотрудничать, потому что это грязные деньги для нас. Вот, и много, да, таких маленьких деталей. Но вот видите, за 5 лет мы уже как-то в какой-то институт превратились, и появилось много разных политик. И при этом, когда рекламодатели не вмешивают в вашу редакционную политику, чаще всего, я думаю, что им нравится исходный материал, то, что на выходе они получают, да? Когда они отсматривают, допустим. Ну, я надеюсь, как вы да. это подаете? Я имею в виду, вы же это можете отслеживать по количеству договоров, да, вот они говорят. Ну да, это количество это денег, сколько рекламы получаем, потому что на рекламе держится зарплата сотрудников, нет рекламы, нет зарплаты. И еще, наверное, важный момент, что нам очень важно сделать так, чтобы человек понимал, что это реклама. Тем более, если это частная компания. Не обманывать, да, зрителя? Да, если это что-то какое-то международное партнерство или сотрудничество, окей, там еще можно сказать, благое дело, без проблем. Но именно частное партнерство для нас очень важно, чтобы человек понимал, окей, вы рекламируете, не знаю, там, сыр Dairy Spring, или рекламируете сок Органик, или Банк Компаньон, или Букет, или Авиаселс. Но человек понимал, что нам за это заплатили, поэтому мы про это говорим. Это очень важно. При этом мы сами, я, например, сам в своей жизни, да, я пью этот сок органики, ем сыр Dairy Spring, потому что он офигенный, и это лучший сок в стране в Центральной Азии. Поэтому мы стараемся сотрудничать с теми, кого мы считаем реально лучшими на рынке. Мне кажется, это здорово, потому что если ты в жизни не используешь этот продукт, тебе не надо потом привирать, как-то пытаться соврать ради денег. Ты искренне хвалишь продукт, который используешь в жизни. И если у тебя есть такой мэтчинг, мне кажется, это прям просто 100% идеальная ситуация. Да, и у нас, получается, чаще всего медиа-менеджеры, я в том числе, мы часто говорим, что рекламный рынок очень маленький, медиа очень сложно заработать. При этом мы видим успешный проект, когда медиаресурс существует, успешно сотрудничает с бизнесом, успешно сотрудничает с донорами и при этом не изменяют своим редакционным принципам, да, ценностям и так далее. Какие лайфхаки есть для этого, да, я считаю, что это такой успешный проект в Кыргызстане, да, который освоил новые медиа, вызовы, очень классные просмотры набирает до миллиона, да, там даже больше миллиона были, да, у вас просмотры, сотни тысяч, там десятки тысяч. Стабильно. Вот так звучит, когда все идеально. Конечно, не все так идеально. Там очень много своих нюансов, очень много сложных ситуаций, потому что есть ряд компаний, которые не сотрудничают с нами, потому что у нас есть посты, связанные с политикой. И они боятся. Еще сейчас эпоха цензуры новая. Они такие, сложно. Да, сложно. Поэтому есть вызовы. Да, здесь нет ничего такого, что мы скрываем. При этом есть много смелых компаний, для которых важна интеграция, для которых важна эксклюзивность, уникальность и ценность. Наверное, очень важна ценность. Мы
занимаемся тем, что мы продвигаем ценность. Мы верим в какие-то вещи, мы говорим, что Башта создана для того, чтобы создавать спрос на перемены. Мы закладываем пищу для ума, чтобы люди думали, и, возможно, нас смотрят, не знаю, подростки, студенты или взрослые люди, которые в будущем пойдут в политику или где-то уже сейчас работают, и мы пытаемся сказать, вот есть проблема. Вот чем Башта отличается от всех других изданий? Мы не просто говорим о проблеме, но еще предлагаем решение. Для нас это крайне важно. Журналистика решений. Да, журналистика решений. Для нас, мне кажется, ну, не знаю, это просто наш фокус внимания. Мы не просто расскажем о том, что все плохо с тротуарами, да. Мы расскажем, вот смотрите, есть пару вещей, которые вы можете сделать, исходя из ваших ресурсов уже сейчас, чтобы тротуары перестали так быстро ломаться. Можно сделать повыше, там, не знаю, дренажные штуки сделать, чтобы вода куда-то уходила. Ну, там много разных нюансов, да. И мне кажется, это здорово, потому что рекламодатель видит то, что мы пытаемся очень сильно продвигать наши собственные ценности. Эти ценности связаны с созиданием. И это резонирует, да, потому что эти компании тоже хотят вкладываться в какие-то вещи, связанные с созиданием. Да? Мы говорим, мы хотим сделать так, чтобы наше общество жило лучше. И у нас свои инструменты для этого. Мы продвигаем свои собственные ценности, чтобы люди, не знаю, которые в мэрии работают или даже частные компании, они понимали, что это не всегда про деньги. Мы всегда говорим, что много проблем в городе, в стране связано с ограниченными ресурсами, но это не всегда про деньги. Просто, возможно, доступ к каким-то знаниям, какой-то к информации. И мы, единственное, что мы умеем, да, в журналистике, это находить эту информацию, факт-чекать ее и давать. И люди думают, и потом дальше уже сами принимают решения. Поэтому, мне кажется, рекламодателям тоже очень важно не просто везде подряд, да, у кого там миллионы подписчиков, миллионы просмотров, просто всем подряд давать свою рекламу для просмотров, а еще сотрудничать с теми, у кого есть своя ценность. У нас есть очень лояльная аудитория, в Инстаграме нас читают гораздо взрослее люди, в ТикТоке гораздо моложе, и мы вот видим, как они даже по-разному реагируют. И это, тоже интересно, потому что мы говорим сразу, окей, вот здесь у нас такие просмотры будут, вот здесь у нас такая аудитория, и потом рекламодатель думает, он везде будет размещаться, или только там будет размещаться, или здесь. Окей, сегодня у нас хорошо, у нас сегодня есть деньги, но мы при этом понимаем, что завтра их может не быть. Очень легко, да, завтра могут прийти и сказать, не сотрудничайте с Башта, потому что Башта, они, не знаю, там, нельзя с ними сотрудничать, потому что у вас могут появиться проблемы. И мы пытаемся, да, работать с ожиданием, не с ожиданием, а скорее с пониманием того, что то, что сейчас у нас есть и куда мы стремимся, мы должны учитывать всю текущую конъюнктуру ситуации. Мы должны понимать, окей, мы на всякий случай должны иметь план Б, план Я, мало ли что, как может произойти. Какие уроки вы извлекли при работе с международными топовыми изданиями? Вообще это же требует, зависит от другая планка, да? Там, стандарты международные, нужно им соответствовать. Вы с ними работали, сотрудничали, и вот какие уроки извлекли? Хороший вопрос. Наверное, в первую очередь, то, что там очень тщательно подходит к работе, и дают достаточно времени для подготовки. Если там есть какая-то тема, о которой нужно рассказать, снять, перед этим предварительная работа, которая осуществляется, она прям очень долгая. Изучают, проверяют, смотрят, какие вопросы будут заданы, как это будет снято, референсы, там, договариваются. Очень много разных этих нюансов. И это очень сильно отличается от того, что мы обычно делаем здесь. При этом, мне кажется, кыргызская журналистика, она даст фору любой журналистике в мире. У меня нет никаких сомнений по тому, как мы работаем, какие мы репортажи делаем. Может быть, у нас действительно меньше где-то ресурсов, да? При этом, я думаю, у нас очень прекрасные редакции, прекрасные журналисты в стране работают. Я часто видел, что, не знаю, то, что мы там выпускали, например, на BBC или France Press, эти материалы, они не просто сопоставимы с тем, что делают здесь, в Кыргызстане. Они, в Кыргызстане даже местами делают гораздо круче, да, материалы. Наверное, и для меня, наверное, было очень ценно поработать с разными редакторами, с разными компаниями, потому что я набирался опыта того, как они коммуницируют, как они дают фидбэк. Это же не только про уровень профессионализма, который выражен в том, какой у них слог, да, они используют, или как они монтируют видео, или какой они сторителлинг создают. Это еще и про разные детали, там, soft skill, например, про коммуникацию, как все создается, как решаются проблемы. И это просто ценный опыт, который тебе помогает, ты рефлексируешь, и потом где-то применяешь у себя в издании, или там где-то, где я в фрилансе, например, иногда что-то пишу, тоже можешь применить. Ну, здорово, и в каждом издании ты можешь научиться чему-то ценному, посмотреть, что у них хорошо получается, а что можно еще улучшить, и думаешь, окей, вот это можно было лучше сделать, а вот это, наверное, здорово, вот это можно перенять и потом использовать у себя. Еще все издания очень разные стандарты работы.
Подача, да? Подачи разные. И разные бюджеты. Одни издания тебе за одну и ту же работу заплатят больше. Я еще же часто работаю фиксером. Эта работа, она, мне кажется, очень недооцененная. По сути, есть какое-то издание зарубежное, у них нет представительства здесь. Вот недавно, например, так делал для Всемирной организации гемофилии. Мне единственное, что надо было там с логистикой разобраться. Но это и обычно так работает. Тебя нанимают, потому что есть разные компании в мире, у которых есть база фиксеров. Я там не состою. Они говорят, вот есть фиксер в Кыргызстане Азат. Если вам нужно там найти тему, людей, героев, разобраться с документами, с логистикой, есть Азат, который на месте работает. Каких-то изданий меня упоминают, в каких-то изданиях меня не упоминают. Но это очень сложно работать, потому что ты, по сути, делаешь половину работы этого журналиста, и он приезжает, берет интервью, но ты при этом должен предварительно все уже подготовить, всю почву. Он знает, где он будет спать, он знает, у кого будет брать интервью. Если я буду переводчиком, или, может, другой человек будет переводчиком. И работа фиксера, мне кажется, очень недооцененная. У нас в стране не так много фиксеров, кто этим занимается. И мне, наверное, повезло, потому что я довольно рано начал говорить на английском. Если у меня, наверное, навыка не было бы говорить на английском, мне не было бы доступа к этим знаниям, к этим международным изданиям и к работе фиксера. А потом, наверное, благодаря английскому как-то это стало легче и проще. А когда вы начали говорить на английском? Ну, вообще я на нем не говорю, да, хорошо, типа, я и на русском плохо говорю, и на крымском плохо говорю, я на всех языках продолжаю учиться говорить. Но после того, как я ездил по флексу в Америку, это, да, после 9 класса, у меня появился опыт. Вот я там год пожил, научился что-то говорить, пару фраз, и они мне помогают, да. Потом я еще учился в университете на английском языке, поэтому что-то там могу пару слов соединить. Скромно, очень скромно. Не, ну я серьезно, я теперь учу английский, да. Но я знаю, что вы пришли в журналистику в 12 лет. Это очень такой ранний возраст. Да, Начинали в «Караколе», рано. да. И, получается, если вам 28, ну, 16 лет вы посвятили журналистике. А с чем это связано вообще? Почему? Ну, я всегда всем говорю 10 лет, чтобы прям отчитывать с момента, когда я с утра до вечера начал работать этим. 12 лет просто так случилось, что мне очень повезло. Вообще мне часто в жизни везет с людьми, с окружением. И просто 12 лет там дом журналистов была Нургуль Шашибиева, у них там был проект, да, в Караколе, они сотрудничали с Кумтором, и они давали финансирование для разных проектов. И вот я, наши друзья, они, которые постарше меня, на тот момент они гораздо умнее, лучше меня во всех планах, они просто сказали, давайте мы что-то откроем вместе, и мы решили открыть газету, мы открыли газету, она называлась «Первая в первой». Ну, это просто, наверное, то, как мы начали заниматься журналистикой. Сейчас, наверное, слово «газета» странно, да, звучит в современном мире. Нам тогда казалось, что газета довольно нормальный инструмент общения, коммуникации, потому что тогда еще газеты выходили в Караколе, в стране они выходили. Вот выходила газета, мы писали какие-то статьи, это было весело, это было интересно, мы пытались даже как-то зарабатывать, продавать это. Потом позже у нас было там издание называлось «Исык Ньюс», там мы уже просто писали маленькие статьи. И потом уже это как-то продолжилось. В 14 лет уже была полноценная школа журналистики в Клопе. Я на 3 месяца приехал в Бишкек. Это вообще, когда первый раз откуда-то выбрался из регионов, из Каракола. Я приехал в Бишкек, для меня в Бишкеке все было очень новое. Я такой, ого, как люди живут. Супермаркет! Я даже не знал, что есть супермаркет. Для меня все было новое. Комки были, да? Да, комки. Я такой, бегемот, фастфуд. Для меня все было новое. Такое офигенно. Вот, здесь была школа журналистики, и там уже прям полноценная работа была. Надо было там разговаривать с депутатами, с политиками, писать полноценные огромные статьи. Там в Клопе всегда была вот эта политика, то, что Клоп пытается соблюдать международные стандарты журналистики. Это значит, что неважно, что скажет эта сторона, тебе обязательно нужно добыть вторую сторону, потом тебе надо обязательно тогда еще было все записать на диктофон, попросить разрешения, чтобы вдруг, если нас в суд подадут, мы могли доказать, что эти слова были реально сказаны. А потом, чтобы понять, что этот говорит и что та сторона говорит, тебе нужно было еще найти эксперта, который разбирается. Третью сторону. Да, третью сторону, который будет нейтрален, но он даст оценку этой стороне, этой стороне. И вот это была очень серьезная работа, и она прям, мне кажется, в Клопе я прям очень сильно вырос как журналист и в целом как личность, мне кажется, в Клопе. Я много чему научился, я очень сильно благодарен школе журналистики Клопа. Вот после Клопа я вернулся обратно в Каракол, продолжал заниматься журналистикой. И потом Клоп открыл школу журналистики, или скорее класс журналистики, он назывался 9 Ж. Ага, почему? Ну, типа, журналистика. Они прям взяли в 4 школе отдельный класс, собрали людей с регионов и сказали, вы будете с утра до вечера учиться, а после учебы будете заниматься реальной журналистикой. При этом была идея интегрировать классы по истории, там, по русскому, по английскому, журналистика. Если, например, писал исторический предмет, то в идеале его учиться по истории, по русскому языку должна была проверить. Они пытались все комбинировать.
Ну, очень интересная задумка была, что-то сработало, что-то нет, но в целом мы очень сильно подружились, это был очень такой сплоченный класс, который реально занимается журналистикой. Очень много людей из этого класса сейчас на слуху, там, не знаю, Улан Мырза, это известный режиссер в Кыргызстане, не знаю, Нурмухамед Атамбаев работает в Министерстве культуры, очень Дарина Манасбекова, она директор творческой группы 705. Тимур Тохтуналиев. Нет, Тимур Тохтуналиев, он просто из Клопа. Я просто из Клопа, а, там, Улубек Акишев, Тимур Тохтуналиев, там, Аня Лёлик, они просто из Клопа. Но я их тоже много чему научился. А вот эти ребята, которые из моих одноклассники, 9 Ж, да, они реально очень крутые ребята. Я очень рад, что у меня такие одноклассники и одноклассницы. И мне кажется, вот в Клопе мне прям помогли узнать журналистику получше. Там идея была такая, что ты с журналистики никогда не научишься, если ты пойдешь в университет, если ты пойдешь на тренинг. Ты с журналистики, как и любому другому делу, научишься, если этим будешь заниматься с утра до вечера каждый день. И вот ты буквально, на деле, если да, на деле с утра до вечера, и я помню, как мы прям очень допоздна работали. Если твоя статья не нравилась редактору, он говорил, перепиши. И пока тебе не понравилось, ты переписывал. Очень много раз переписывал, когда не нравилось. И это здорово, потому что благодаря этому ты быстро учишься писать. Понятно. А вот детский медиацентр, это же, получается... Это откуда Бектур вышел, да. Бектур, Ринат, откуда они вышли и создали Клоп. Да, и оттуда много разных людей вышло из Клопа, кто начал заниматься журналистикой или медиа в других местах. Я очень благодарен Клопу. Вообще, в целом, я благодарен всем людям, но Клопу особенно благодарен за то, что они мне помогли прям узнать журналистику получше. Именно там, где я начал заниматься и видео. Там мы начали снимать свои первые видео, первые документальные фильмы, делать первые трансляции. Клоп был первая организация, я тогда уже стал видеоредактором, когда мы сделали лайв-трансляцию, где соединили камеры с земли, когда еще митинги были там тикибаевские. Даже когда Садыр Джапаров задерживали, мы делали трансляцию с камер, несколько камер. Мы соединяли это, и при этом у нас была трансляция с дрона. Это было очень офигенно, потому что мы могли показывать картинку полностью везде. И с неба, да, в прямом эфире. И с неба, и снизу. У нас там и ведущие в кадре были. И это было здорово. Клоп был даже первая организация, которая запустила лайв-трансляцию. Вот сейчас реконструируют памятник Манаса на площади. До Манаса там стоял, Айколь Манас стояла. И вот когда Айколь Манас сносили, тогда Ринат, я помню, запускал бамбузер трансляцию. Тогда вообще телефонов, трансляций, интернета, ничего такого не было в стране. И вот мы тогда первые... Клоп вообще всегда был инновационной штукой, когда что-то можно было экспериментировать. И здорово, что они давали эту свободу. Потому что все говорили, ну как подросток может заниматься серьезной журналистикой? А Клоп очень много серьезных расследований сделал. И это значит, это что не про возраст, это исключительно про опыт. Исключительно про навыки, знания и очень редко про возраст. И про ценности, наверное. Ну и ценности, что человек сам горит изнутри, да? Да, потому что в Клоп же много раз кто приходил и говорил, давайте мы вам заплатим, удалите статью. Иногда бывали большие деньги, но никто никогда не удалял. Все всегда придерживались политики. Если ты куда-то едешь, даже на пресс-тур, в Клопе запрещали брать какие-то подарки. Говорили, нельзя ни в коем случае, например, если ты идешь даже обедать, каждый платит за себя. Нельзя было, чтобы респондент за тебя заплатил, потому что это может потом повлиять на то, как ты воспринимаешь этого человека. Ты будешь чувствовать себя должным. Человеческий фактор срабатывает. Да, и очень много чему научили такому в Клопе. Я благодарен помню, за это. Да, Клоп вернул подарок какому-то госоргану. Да. И вообще, я знаю, что как раз-таки Клоп КГ именно этот медиаресурс отправлял там по судам, в парламент подростков освещать такие проблемы политические. Да, мне было сколько, 14-15 лет, когда я первый раз Садыра Джапарова увидел. Я помню, я, Нурджамал, да, мы вместе чаще всего ходили, там еще с нами 30 человек был, но мы в основном вдвоем ходили на эти суды, и это так было интересно, потому что ты все равно подросток же, ты, конечно, там рассказываешь, запишешь на диктофон, печатаешь, у тебя есть редактор, там еще есть один редактор, кто перепроверяет. Но ты как подросток, наверное, не понимаешь все эти события, насколько детали глобально серьезно. Ты не видишь общую картинку. Сейчас, уже спустя много лет, я могу на это посмотреть другим взглядом. А тогда ты такой, вау, как интересно, да. И я тогда видел Садыра Джапарова, когда мы тогда вопрос задавали ему, Ташиеву. Потом, когда Садыр Джапаров снова стал президентом, я помню, тогда ему задавал вопрос, типа, что будет делать с Раимбеком Матраимовым. Когда он только стал президентом, у него была первая пресс-конференция. И так интересно, что когда ты журналист, ты можешь видеть, очень много разных историй, как они переплетаются, как много очень сильно может все резко поменяться. И ты видишь этих людей в разных ипостасиях, в разных местах. Как люди меняются. Да, как люди меняются.
А как вообще журналисты, коллеги реагировали на то, как вот подростки освещают, допустим, Ну, они всегда очень несерьезно относились. к вам? Да, и очень несерьезно. Я помню, Фарид Ниязов был тот самый человек, который больше всех несерьезно к этому относился. Ну, как, типа, Клоп, ну, типа, как подростки могут заниматься журналистикой. Но я думаю, Клоп всегда доказывал. Доказывал за счет своих статей, да. Еще Клоп всегда был в глазах людей, может быть, либеральным, такой бишкекоцентричным, либеральным. Может, это тоже как-то влияло на восприятие этого издания. Но те расследования, те статьи, те эксклюзивные материалы, те инновации, которые Клоп создавал, они всегда были примером того, что Клоп занимается реальной журналистикой, и Клоп очень много профессиональных редакторов в стране вырос. Школа журналистики Клопа, мне кажется, была одна из самых сильнейших в Кыргызстане. Мы видим, что редактор Клопа сейчас работает на Медиахаб и очень успешно, да. То есть сейчас непростое время для журналистов, да, и информационный перегруз. Где вы находите вдохновение, как вы мотивируете сотрудников, как вы их поощряете, не знаю, где находите темы. Ну, наверное, тут я бы поделил бы вопрос на две категории, да. Мое личное восприятие мира, ощущение, как я справляюсь, например, с стрессом, откуда я нахожу источник позитива, почему я такой веселый всегда, да, и то, почему, или как мы находим тему в Башта, как мы работаем. Начну, наверное, с личности про себя. Мне очень сильно помогает, наверное, очень простые и доступные для всех вещи. Это типа просто вовремя покушать, хорошо поспать и занятия спортом, да, и социализация. Вот 4 простых элемента, которые позволяют мне чувствовать просто себя счастливым человеком. Мне не нужно больше, на самом деле. Я еду по городу на велосипеде, и мне этого вполне достаточно. Живу на съемной квартире, мне этого вполне достаточно. А деньги? Деньги, они важны, да, они важны, я этого не скрываю. Но при этом те вещи, которые мне доступны, типа хорошо поспать, я думаю, это бесплатно, да. Вовремя хорошо поспать, это всегда позволяет мне чувствовать себя хорошо, чувствовать, что я там в хорошем настроении просыпаюсь, это здорово. К сожалению, в последнее время у меня с этим очень огромная беда, потому что у меня такой завал на работе. И вот насчет второй вещи, как мы находим вдохновение в Башта. В Башта мы всегда думаем о том, о чем мы расскажем таком, о чем не рассказывали другие. Второе, как мы расскажем о какой-то проблеме, чтобы мы могли дать реалистичное решение. Ну, в пределах Кыргызстана, чтобы его могли реализовать. И вот эти две ценности, которые у нас есть, не знаю, два фокуса, да, мы пытаемся на них работать. Ну и еще и третье, мы же всегда говорили о том, что Башта для того, чтобы мы создавали спрос на перемены в обществе. Как этот материал потом как-то положительно повлияет, или почему это будет какая-то пища для ума, да. И вот и мы потом думаем, окей, вот что из этого может подойти. Вообще тем же очень много, их просто бесконечное количество. Сейчас так много с чем можно работать. Наверное, плюс Башта в том, что мы можем заниматься материалами дольше, чем рядовые журналисты. Потому что, например, в других изданиях вы привязаны ко времени. Вам нужно здесь, сейчас и сегодня выпустить. В ньюсрумах особенно. Да, вам надо сегодня эфир подготовить, вам нужно сегодня статью подготовить. В каких-то изданиях сколько вы напишете, вы столько получите денег. А мы говорим, возьмите больше времени, но лучше напишите или лучше изучите. Или убедитесь, например, там у нас есть фактчекерша, мы говорим, убедитесь, что все правильно. Нам очень важно, все было выверено. Потому что щепетильные материалы нам важно не соврать, потому что общество может взорваться от этого, да. Мы можем подождать, взять время, взять паузу, и потом выпустить что-то очень хорошее. И мне кажется, это нам помогает не торопиться и выпускать такие материалы, которые нам самим нравятся. Не так, что все идеально, не так, что на все просмотры хорошие. Да? И это нормально, мы можем ошибаться. Какие-то ролики могут не залететь. Где-то мы экспериментируем. Но самое главное, то, что мы видим, что есть тенденция, она положительная, мы видим какой-то рост, мы видим, что мы как институт сами развиваемся, как организация строимся, и для нас это гораздо важнее даже каких-то просмотров и подписчиков. Потому что мы хотим построить такую атмосферу, в которой люди будут чувствовать, что им приятно работать, и наши подписчики знают, что они могут нам доверять. Вот это, наверное, самое главное. Доверие аудитории, да? Да, потому что лояльность крайне важна. Да, и мы видим реальный выхлоп, когда вы помогли ботаническому саду, да, собрали прям, деньги, прям хорошая сумма была. Мы им, например, но это не только мы. Честно говоря, без Nomad спорта мы не справились. Я очень благодарен Nomad спорту, что они нас нашли, предложили помощь. Вот мы вместе с Nomad спортом собрали около 16 вроде, или 14 тысяч долларов, и на эти деньги обновили технику ботсади. Но самое главное даже дело не в том, что обновили там всю эту технику, да. Самое главное, что потом государство пообещало, и оно начало выделять вот эти. Речь идет о миллионе евро примерно. Это огромная сумма на обновление ирригационной системы, вообще обновление инфраструктуры в ботсаде. И мы очень сильно надеемся, что ботсад в Бишкеке наконец-то превратится в клевое пространство. Потому что когда ты едешь, например, в Алматы в ботсад, ты думаешь, ну наш ботсад мог бы быть, может быть, даже лучше. Просто дело в том, что не уделяют этому достаточно внимания.
И это меня всегда печалит, что мы всегда в приоритетах города, когда проблемы решаем, как-то блуждаем и не можем понять, какая в стране проблема самая приоритетная. Но мне кажется, это очень просто. Есть смог, да? Не может быть что-то важнее и приоритетнее воздуха, потому что мы все этим дышим. Неважно, сколько у вас денег в кармане, вы будете дышать одним воздухом, как и я. Значит, единственная проблема в городе, в стране, которую решать, это воздух. Ботсад очень важен для решения проблем смога, для того, чтобы мы сажали правильные деревья, потому что именно там экспериментируют, что-то сажают, потом проверяют, это потом будет расти в стране или нет. И в целом это очень клевое, важное пространство. У нас не так много зеленых площадок, тем более сейчас у нас массово везде вырубают деревья, которые не так быстро вырастут. Там говорят, вот мы сажаем новый, но они не так быстро вырастут. И Ботсад очень важен, это по сути даже легкие города. И очень сильно хочется, чтобы в приоритете не только у государства, да, люди тоже, когда задумывались, они понимают, что самое важное – это очень базовые вещи. Воздух – это очень базовая вещь, и воздух должен быть чистым. И воздух влияет на все, на твое настроение, твой сон, на то количество болезней, аллергий. Он влияет на все. На жизнь. На жизнь влияет, да, по сути, потому что у нас убивает несколько тысяч человек каждый год. И людей все равно это не останавливает, мы все равно не знаем, что с этим будем делать. Я понимаю, что проблема сложная. Я понимаю людей, которые в государстве работают, что завтра пойдут, они не решат эту проблему. Меня просто беспокоит, наверное, дискурс, который есть, что он недостаточный, что нет очень такого, знаете, серьезного, большого обсуждения. Оно всегда появляется под конец года. Вот сейчас в парламенте идет это обсуждение. А скоро февраль-март, и смога снова не будет. Да. И каждый год это повторяется. Ну, это очень серьезная проблема, которую надо решать. И ощущение ее начнут решать только когда люди вот сейчас у нас пару тысяч в год погибает. Наверное, ее начнут решать, когда у нас будет погибать десятки тысяч человек в год. И только после этого мы такие, ну окей, может быть, это серьезная проблема. Да, и мы видим, как госорган даже отрицает, что есть у нас смог. Отрицают и говорят, может, даже смога не будет, потому что они все перевели на газ. Это даже да, смешно. Что для вас означает журналистика? Что для вас значит журналистика? Ну, для меня лично это доступ к людям, очень разным людям. Это доступ к информации. И для меня лично это возможность проявить свое любопытство. Потому что же я ничего не знаю. И я каждый раз, когда журналистикой занимаюсь, понимаю, насколько я ничего не знаю много. Я удивляюсь тому, какие у нас талантливые, прекрасные люди живут по всей стране. И удивляюсь тому, насколько я тупой одновременно. Потому что, когда занимаешься журналистикой, у тебя есть доступ к разным экспертам. И ты можешь изучать... Сегодня что ты изучал вопрос урбанистики, завтра ты занимаешься какой-то институциональной демократией, а послезавтра ты думаешь с экспертами о том, как можно уменьшить домашнее насилие в стране, которое сейчас кажется прям какой-то бум этого домашнего насилия. И так здорово, что ты можешь быть в разных ипостасях. Я человек очень любопытный, и мне все по чуть-чуть интересно. И именно журналистика позволяет мне как-то свое любопытство покрыть. Поэтому это здорово. Это как раз тот случай, когда говорим, журналистика – это не профессия, а призвание. Да? Ну да, это же хобби должно, поэтому не всегда думаю о том, что я работаю. Мне кажется, для меня это не работа, а больше то, что мне доставляет удовольствие. Для меня работа, когда я занимаюсь тем, что мне не нравится. Писать отчет, да, что-то изучать, делать вещи, в которых я не очень хорош или которые мне не доставляют никакого удовольствия. Но мне надо это сделать. Например, расплатиться за ИП, понять, как платить отчет, да? Для меня это реальная работа. Сайт налоговой. Да, сайт налоговой, разобраться в этом. А вот когда ты занимаешься журналистикой, от этого кайфуешь, когда ты берешь интервью или снимаешь, или монтируешь, потому что, это прям, не знаю, я могу чувствовать какое-то наслаждение этой работой, поэтому даже нельзя назвать работой. Это какое-то больше хобби и какой-то мэтчинг идеальный. Здорово, спасибо большое, что уделили время. Спасибо за приглашение, очень рад здесь быть. Я желаю удачи вашему проекту «Башта», Спасибо. долголетия. Очень много классных проектов и классных партнеров. Спасибо вам, спасибо большое вам. Я думаю, тоже вы занимаетесь журналистикой, поэтому я бы хотел поблагодарить, наверное, всех в стране журналистов, кто занимается реальной журналистикой, а не пропагандой. Я очень ценю вашу работу. Если кто-то из вас будет смотреть, я хочу сказать, что я читаю очень много изданий в стране, как на русском, на кыргызском, поэтому я очень ценю то, что вы продолжаете заниматься журналистикой, несмотря на то, что сейчас журналистов все гнобят, сажают, ненавидят, но вы продолжаете заниматься очень важной работой. И я думаю, вы, может, сейчас не видите, что же вы делаете важную работу, но спустя десятилетия вы поймете, насколько сильный вклад вы делали. Поэтому спасибо всем журналистам в стране. Да, спасибо большое. У нас сегодня в гостях был Азат Рузиев, сооснователь проекта «Башта», видеоредактор, подкастер. Азат Рузиев. Да, спасибо большое. Спасибо за приглашение.